Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Здравствуйте, с вами радио Крым Реалии, у микрофона Александр Янковский, и мы начинаем нашу программу. Напомню только, что вы можете не только нас слушать, можете нас также смотреть в социальных сетях, например. Вот прямо сейчас идет трансляция нашей программы на канале в Фейсбуке и в Ютубе. И звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Итак, о чем сегодня мы будем говорить. Тема дня. Утром в среду, 11 октября, в Бахчисарае в домах нескольких крымских татар российские силовики провели обыски. Российские медиа сообщили, что силовики в Крыму ликвидировали бахчисарайскую ячейку Хизбут-Тахрир, организации, запрещенной в России и с 2014 года в аннексированном ею Крыму. Адвокаты подтвердили, что 6 задержанных и доставленных в ФСБ после обыска крымчан подозревают в связи с Хизбут-Тахрир. Защитники арестованных и осужденных по делу Хизбут-Тахрир крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, которые исповедуют ислам. Так вот, сегодня мы будем говорить о том, почему в аннексированном Крыму сотрудники российской ФСБ вновь провели волну задержаний среди крымско-татарского населения. Почему на полуострове под каток репрессий попадают преимущественно мусульмане? И как обезопасить себя от возможного задержания российскими спецслужбами, если, конечно, такое возможно сейчас на территории оккупированного полуострова? Вот все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги. Крым в центре внимания. Утро 11 октября в Бахчисарае началось с обысков. Российские спецслужбы нагрянули в дома крымских татар. Только одному Аллаху известно, что там происходит у них дома, у них в квартирах. Но отцепили район и нас не пускают. 6 крымских татар задержали и отвезли в Симферопольское СИЗО. Их подозревают в связях с запрещенной в России организацией Хизбут-Тахрир. Как рассказал адвокат Нариман Джалял, российские силовики вели себя грубо, не допускали адвокатов к месту проведения обысков, не оставляли копию протокола, а также не пускали людей близко к домам. Люди не остаются равнодушными и все больше и больше прибывают к месту, где проходят обыски. Во время обысков у домов начали собираться люди. Правозащитники утверждают, что силовики спровоцировали их на стычки. В результате 8 активистов были задержаны. Как сообщил адвокат Мамед Мамбетов, многих местных жителей сильно побили. Мы иллюзий не питаем и ожидаем вплоть до ареста даже, потому что ОМОН находился до последнего в здании суда. Вечером этого же дня подконтрольный России суд начал рассматривать дела активистов. В это время под зданием суда силовики арестовали еще 2, которые решили поддержать ранее задержанных. Правозащитники уже в один голос заявили, что в Крыму происходит преследование по религиозному признаку. Это подтвердил и президент Украины Петр Порошенко, который 11 октября выступал на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы. Там он призвал Запад удвоить усилия для соблюдения прав чоловіка в анексированому Криму. Потрібно усвідомити, що мета російської агресії – знищити демократію, свободи і права людини. Вони роблять це за допомогою танків та фейкових новин, маніпулюють свідомістю. Ми маємо протистояти цьому виклику, показати єдність. Ранее представители ФСБ России заявили, что они ликвидировали бахчисарайскую ячейку Хизбут-Тахрир. Эта организация запрещена в России с 2003 года. А после оккупации Крыма действие запрета распространилось и на аннексированный полуостров. Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Напомню, что сейчас радио Крым Реалии доступно для крымчан на частоте 105,9 FM, 24 часа в сутки. Сегодня мы обсуждаем похоже, да, что новое дело, новые аресты, новые задержания. Утром 11 октября в Бахчисарае прошли обыски в домах у местных мусульман: Тимура Ибрагимова, Сулеймана Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Закирьяева и Эрнеста Аметова. Все 6 были задержаны. Нашу беседу мы начинаем с Заиром Смедляевым, главой ЦИК Курултая крымско-татарского народа. Заир, приветствую. Доброго ранку. Заир, скажите, пожалуйста, вот по состоянию на сегодня, получается, сколько человек задержано, кому предъявлены какие обвинения, если вам известно? Скажу так, что вот эти перечисленные 6 человек, они находятся в ВВС города Симферополя, и, скорее всего, сегодня им будут предъявлены, вынесут постановление о мере пресечения, скорее всего, они будут арестованы. Также вчера были задержаны 9 человек: Асан Исмаилов, Амет Сулейманов, Эльдар Ишназаров, Эрнест Ибрагимов, Рифат Асанов, Искендер Люманов, Эльнур Асанов, Рудем Неджиев и Русман Белялов. Вчера 8 из них вынесли постановление об административных штрафах от 10 до 20 тысяч рублей. И у Эрнеста Ибрагимова сегодня тоже будет судебное заседание. Скорее всего, тоже будет админштраф. А этим людям за что вынесли вот этот штраф от 10 до 20 тысяч рублей? Это одновременное нахождение в общественных местах, повлекших за собой нарушение общественного порядка. То есть люди вышли на улицу, да, просто где-то? Люди вышли, чтобы поддержать своих соотечественников. В числе вот этих людей это и отец Марлена Асанова, и его брат. Им по 15 тысяч присудили штрафа. То есть члены семьи пришли узнать, что творится в семье у моего сына, у моего брата. Они были задержаны, доставлены в Бахчисарайский РОВД, а позже им вынесены вот эти штрафы. То есть некоторые из них это Эльнур Асанов и, в общем, стримили. Снимали, да, видео, то, что происходит? Снимали то, что происходит? Да, снимали вот этот беспредел, который происходит, когда правопохоронцы начинают провоцировать стоящих людей, рассказывают, что перекрыли же все дороги автотранспортом, автобусами, автозагами и всем остальным, а потом начинают людей обвинять, что вы нарушаете общественный порядок, вы препятствуете движению, хотя виновники как раз таки были сами они. Заир, скажите, с чем вот вы связываете вот эту новую волну задержаний и, наверное, не знаю, пока задержаний, да, среди крымских татар и мусульман Крыма? Я скажу так, что, во-первых, это их нехорошая традиция, октябрьское обострение. Это было в 2014, в 2015, в 2016 году. Вот сегодня как раз ровно год исполняется, когда были задержаны в Симферополе 5. То есть это нехорошая такая традиция. С другой стороны, это такой ответ на резолюцию ООН о нарушении прав человека в Крыму. То есть вы там в ООН можете говорить о чем угодно, а мы здесь будем на все ваши высказывания, на все эти резолюции просто плевать, потому что нам вот до всех этих вещей наши искендеры только смеются. Угу. Я думаю, что недолго смеяться этим искендерам осталось. Заир, скажите, да, а вот что инкриминируется этим людям? Вот их задержали, перед этим, может быть, вы знаете, перед тем, как их задержали, я не знаю, приходили, может быть, к ним сотрудники ФСБ, угрожали ли им, или проводили какие-то беседы, не знаю, милиция, полиция с ними, или вот просто приехали и в один день задержали без всяких предупреждений, без всяких предварительных разговоров? Скажу так, у Сейрана Салиева, у него это 3-й обыск был. Первый раз ему выносили админштраф, там 2-й раз он был админ-арест 12 суток.
админштраф в размере 15 тысяч. Ну, опять, все эти штрафы, все эти админаресты, они были необоснованные. Ну, скажем так, если Марлен Асанов предоставлял помещение для того, чтобы собралась крымская солидарность, чтобы люди сели и обсудили, как помочь семьям арестованных, это уже нарушение какого-то закона или какого-то общественного порядка? Нет. Ну, к сожалению, сегодня нет ни закона, ни правосудия. Есть политический заказ, и он заключается в том, чтобы проводить всемерно акции устрашения крымских татар. И скажу так, что недавно на одном из таких совещаний с председателями мусульманских общин, с представителями религиозных организаций, где участвовали и представители так называемой власти, шла речь о том, что, оказывается, сегодня уровень поддержки Москвы, Кремля, крымскими татарами где-то находится в пределах 10%. И им поставили задачу, что нужно, чтобы к концу года уровень доверия превысил 55%. И, как сказал один из присутствующих там представителей власти, говорит, для этого мы используем весь арсенал, который у нас есть. В том числе мы, говорим, кого нужно купим, кого нужно запугаем, кого нужно арестуем, кого нужно уберем. И вот это вот сегодня подготовка к президентским выборам, она тоже идет полным ходом. То есть нужно убрать всех тех несогласных, кто не лег под эту власть. Это первая задача. Вторая — запугать всех остальных, чтобы на выборы президента крымские татары дружным строем шли, голосовали за правильного президента, за правильного кандидата. Ну, вот так. Понятно, спасибо. Заир Смедляев был с нами на телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Заир Смедляев, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа. Напомню, что сегодня мы обсуждаем то, что произошло в среду, 11 октября, когда в Бахчисарае прошли обыски в домах у 6 местных жителей. Я перечислял их фамилии, имена. И, значит, задержали их якобы по подозрению причастности к организации Хизбут Тахрир. И также задержали еще 9 крымчан, которые пришли просто посмотреть, что происходит. Некоторые из них снимали то, что происходит. Их задержали, 8 из 9 уже назначили штраф, а одному пока не назначили, но суд, как нам сказали, будет сегодня. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Диливером Меметовым, координатором объединения «Крымская солидарность». Диливер, приветствую вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе. Диливер, скажите, пожалуйста, вот сейчас больше про тех людей, которые, давайте начнем, про тех людей, которые пришли и просто снимали или смотрели, что происходит. Вот эти 9 человек, их отпустили домой или нет? Или они так по-прежнему задержаны и находятся в полиции? Да, их всех отпустили, то есть это были в основном родственники Марлена Асанова, которые стояли у двора, где происходил обыск. То есть это был отец, 2 его братьев, друзья, естественно, соседи. И всех их задержали в ходе столкновения, которое опять полиция сама спровоцировала. А скажите... Ну, задержали, но... Да. Да. Скажите, вот как мотивирует свое поведение полиция? Это пришли родственники, да, или пришли соседи? Что им говорят? Просто разойдитесь по домам? Или, какая реакция со стороны полиции? Конечно, да. То есть они этими самыми всеми своими действиями что хотят показать? Чтобы народ не собирался, чтобы люди сидели в домах, не выходили, чтобы все это тихо, шито-крыто проходило, без всяких огласовки и так далее, поддержки. Диливер, да, есть такой акт устрашения. Диливер, есть информация о том, что в этот момент также происходило оглушение мобильной связи и интернета. Есть у вас подтверждение таким словам или нет? Вообще, от некоторых людей было слышно, что у меня там интернет пропал, еще у кого-то интернет пропал. Я не знаю, чтобы это массовый характер приняло, но было такое. Я слышал у некоторых ребят, не было интернета, связь какая-то. У нас вообще, честно говоря, в последнее время связь плохая, поэтому я думаю,
Сегодня, тот вчерашний день не исключение было. Понятно. Деливер, что касается вот этих штрафов, да, то есть как бы они сейчас, получается, вот эти суды крымские присудили за один день, да, чтобы люди там выплатили практически, ну, там, по 200, 150, наверное, минимум тысяч рублей, да, там 10 человек. Каким образом, будут ли платиться эти штрафы, если будут, то каким образом? Откуда будут брать люди деньги? Ну, суммы приличные. Ну, смотрите, в общем, 9 человек, каждому присудили от 10 до 20 тысяч. Угу. Ну, практика у нас уже есть. Скорее всего, мы будем запускать очередной раз крымский марафон для того, чтобы уплатить. Но сейчас до оплаты этого штрафа еще время есть, то есть это будут и апелляции. Конечно, мы иллюзий не питаем, на которые, как бы, что отменят эти штрафы. Но время есть, где-то в течение еще 2 месяцев. Но, скорее всего, также будем снова всем народом участвовать для решения вот этой вот народной проблемы. Понятно, Деливер. И еще вопрос. Теперь вот по тем людям, которых задержали, по решению, по которым ожидается сегодня, да, будет какая избрана им мера пресечения про тех 6 людей, которых подозревают в связях с организацией Хизбут Тахрир, которая запрещена в России, ну а вот после 2014 года, после аннексии, этот запрет Россия распространила и на полуостров Крым. Скажите, вот эти люди, что вы можете вообще о них сказать? Кто они, вот задержанные эти, 6 человек? Вот я вчера ходил, да, сам как бы думал об этом, с людьми общался, целый день в таком движении, и такая мысль, и эта мысль стала общей, да, для нашего города. Бахчисарай город небольшой, как бы все мы друг друга знаем, и мысль была общая такая, что забрали самых лучших. То есть это люди, которые отличались своей добротой, своей порядочностью, своей отзывчивостью. То есть большая часть из них участвовала в Крымской солидарности в отделе взаимодействия с семьями. То есть это финансовая, материальная помощь, моральная помощь, юридическая помощь и так далее. Вот вы можете рассказать, что делали, то есть люди? Они помогали, потому что многие вот нас сейчас слушают, и, допустим, на материковой Украине, они, может быть, не понимают, что вот люди, у которых задержали или арестовали, или осудили людей, их там мужей, братьев и детей, семьи вам зачастую остаются вообще без средств существования. Вот эти люди помогали этим семьям, я правильно понимаю? Да. Вот в рамках Крымской солидарности есть одно из направлений, это отдел взаимодействия с семьями. То есть где этот отдел взаимодействия с семьями, он контролирует финансовое положение семьи, социально-бытовое положение семьи, то есть ремонт и так далее и тому подобное. Поэтому именно вот Марлен Асанов, Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, эти ребята, те, которые занимались именно вот этим вопросом, ездили по семьям, узнавали, у кого какие проблемы. Естественно, если в случае возникновения этих проблем, закрывали эти проблемы, решали их на месте. Касательно других ребят, у них были, да, они занимали другую там роль. Один из них, Эрнест Аметов, он занимался вопросами информационного отдела. То есть он снимал видеоролики, в которых представлялась семья, дети, там, жены, матерей и так далее этих ребят. В общем, это уже не первое задержание, когда говорят, что это какая-то там общественная работа, которая влечет к нарушению безопасности там, населения и так далее, общественному порядку. Вот, то есть 1,5 года назад, когда забрали отца моего и других бахчисарайских крымских татар, у них была одна общественная работа, то есть они проводили детские там праздники, Ураза Байрам, Курбан Байрам. Сегодня новая общественная, а именно помощь семьям, тем семьям, которые оказались в такой тяжелом положении, да, из-за того, что их кормильцев, можно сказать, не забрали, а похитили. То есть 15 минут, когда говорят, что на 15 минут поехать и дать показания, эти 15 минут 1,5 года длятся, то это не что иное, как просто ворвались, похитили и уехали.
Спасибо. Спасибо, Деливер Меметов, координатор объединения «Крымская солидарность», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что в Крыму задержаны 6 человек, еще 9 человек, которые пришли просто посмотреть, почему задерживают их соседей, их родственников, их детей, братьев и родителей. Сегодня, значит, это 12 октября будет суд в Крыму по избранию меры пресечения для задержанных 6 людей, а 9 присудили штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, просто потому что люди вышли поинтересоваться. Мы продолжаем нашу программу. Дальше будем говорить с Бахромом Хамроевым, председателем правления Российского правозащитного центра «Мемориал». Бахром, здравствуйте. Здравствуйте. Бахром, скажите, пожалуйста, вот по этой ситуации, которая сейчас в Крыму, которая была 11 октября и задержание 6 крымчан, вот о чем это говорит? Ваша оценка всем этим событиям? Можно ли говорить тут о какой-то, может быть, целенаправленной политике по отношению к лицам определенного этнической принадлежности или религиозной принадлежности? Ну, это, естественно, это в первую очередь религиозная принадлежность. Это не новость для самого российского общества, потому что такой масштаб репрессий до Крыма в России, она продолжается сейчас. Вот эта репрессивная политика по отношению к мусульман, и именно не новость, это после аннексии Крыма. Она тоже про политика России продолжается. Достаточно. Да, Бахром, а скажите, в чем цель этой политики тогда, вот если она направлена против мусульман? Извините, выбрана стратегия российской политики именно извне какие-то новые джамааты, новые политические структура на территории России ведет работу некой политической или социальной, и это воспринимается российским Кремлем обязательно это как дестабилизирующим фактором. Поэтому это не новость, то, что сегодня в Крыму. Да, для Крыма это новость, да? До 2014 года такого не было на территории полуострова, поэтому до сих пор это... Да, на территории полуострова не было никакой проблемы с мусульманами, когда в составе Украины. А сейчас, да, она и будет, мне кажется, она дальше будет продолжаться, потому что и нужно остановить это. Это остановить, опять-таки, политической воли нужно. Мы понимаем, что именно в Крыму после аннексии, да, она не первый, не десятки уже судей произошло. Мы уже многие правозащитные структуры считают достаточно серьезное количество уже репрессивных мусульман. Бахром, скажите, пожалуйста, вот хорошо, я понимаю, может быть, где-то, да, там, и почему Россия не прислушивается к мнению Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки, но ведь у России есть и партнеры, знаете, и там дружественные государства среди мусульманских стран. Почему тогда, не знаю, страны мусульманские не обращают внимания на такое положение с мусульманами в России? Как вы думаете? Объяснение России совершенно по-другому. Они говорят, что именно Россия ведет такой политику, которая она отдельно для некоторых экстремистских или не совсем экстремистских структур. Такое объяснение делают. Мне кажется, когда да, естественно, Россия должен прослушать мнение международного сообщества, во-первых. Во-вторых, единственное, если остановить эту репрессию, все-таки через тех стран, которые могут повлиять на внутреннюю политику России, это исламских
стран, где... Бахром, да, спасибо. У нас время заканчивается. В эфире Бахром Хамроев, председатель правления Российского правозащитного центра «Мемориал». И напомню, что еще в Министерстве иностранных дел распространило заявление о том, что по событиям 11 октября в Крыму, значит, в нем говорится, что в очередной раз продолжается российская репрессивная политика, наступление оккупантов против тех, кто против оккупационного режима, крымско-татарских активистов-украинцев, в очередной раз свидетельствует о продолжении России репрессивной политики с целью искоренить любое инакомыслие и запугать население Крымского полуострова.